алейкум, урметли сәрчілер, ақшам шәріфлеріңіз қайырлы олсын. Милли телеканалында Ачықлав программасы ве студиядамен Левиза Сейдбелялова. Ве әрзаман алғаны көбі невбетеге ярым саат девамында невбетеге ачық субъектны диққатыңызға тағдим етмеге біз енді азырмыз. Ве бүгін біз кенеде кредит мевзусына қайтамыз. Ве бұтын сәрчілеріміздің диққатыны да бір кере желпетеміз. Чүнки бүгін хусусан программамыз девамында біз кредитінің чешітлері ве шекіллері ақында сөз үрсетежекміз. Студиямыздың бүгінгі мұзафыры есе Ирина Петриченко, РНКБ банк сатулар ве хизмет этуф идаресының идаре мудиры. Ирина Николаевна, добрый вечер, салям алейкум. Рады вас приветствовать в нашей студии. Что хотелось бы прежде всего спросить? Ну вот, по информации Южного управления Банка России в первом квартале 2018 года объем кредитования жителей Южного федерального округа вырос на 44,6%. Да? При этом наиболее высокие темпы наблюдаются именно в Крыму. Это порядка 87%. С чем это связано? Да, действительно, мы наблюдаем рост потребительской активности клиентов в части кредитования. Это связано с несколькими факторами в совокупности. Да. Прежде всего, это связано с стабилизацией рынка труда, который наблюдается в регионе, да, и, соответственно, увеличением потребительской способности наших клиентов. Да. То есть клиенты более позитивно смотрят в будущее, могут планировать, соответственно, их желания и потребности возрастают. Далее это связано с увеличением, расширением продуктовой линейки, которая демонстрируют банки в регионе. Достаточно активно наши клиенты пользуются ипотечным кредитованием, да, автокредитованием. Для примера, наш банк выдал в текущем году в 3 раза больше ипотечных сделок, чем за аналогичный период в 2017 году. Стоит отметить также, что достаточно сильно стимулируют кредитные программы, это государственные программы субсидирования. На текущий момент в регионе работает программа ипотечного субсидирования, то есть семьи с 2 детьми и многодетные семьи могут оформить ипотечный кредит под ставку 6%. До мая этого года работала программа государственного субсидирования по автокредитованию, где клиенты могли оформить автокредит с скидкой 10% от стоимости автомобиля. Ну, при этом, при всем, мы, кстати, наблюдаем увеличение среднего чека по потребительскому кредитованию. И хотелось бы также отметить, что крымчане являются лидерами по платежной дисциплине среди банковских продуктов, в частности кредитования по всей России. Они являются очень ответственными заемщиками, что очень приятно. Ну, остановимся вот подробнее на том, что вот стоит заметить, что сейчас увеличилась средняя сумма потребительского кредита. Почему? Что можете сказать об этом? Ну, я хотела бы ее, во-первых, назвать. Да, средняя сумма выданного кредита потребительского составляет 156 тысяч рублей на май 2018 года. Да, при этом средний уровень по Российской Федерации составляет 141 тысяча. На это, опять-таки, влияет несколько факторов в совокупности. Первое – это улучшение условий в части кредитования. Опять-таки, то, что я говорила, это расширение линейки потребительских кредитов, вообще кредитования, да, увеличение портрета заемщика, которым выдают кредиты. Далее снижение ключевой ставки Центробанка. К чему это ведет? Это ведет к снижению процентных ставок по кредитованию вообще в регионе нашем, да, и в частности по России. Ну и, безусловно, это увеличение потребительской способности клиентов и, опять-таки, стабилизация ситуации на рынке труда. Ну, говоря о видах кредитов, да, вот на сегодняшний день, какие из них наиболее популярны среди крымчан? Если мы говорим с вами про кредитование физических лиц, то мы можем, так скажем, сегментировать. Да? Есть беззалоговое кредитование, там наиболее популярностью отличаются кредиты наличными и кредитные карты. Если мы говорим про залоговое кредитование физических лиц, то это автокредитование и ипотечные программы. Ну, если мы говорим про потребы, да, про кредиты наличными, они набирает большую популярность среди клиентов своей простотой и удобностью для клиента, удобством для клиента. Минимальный пакет документов, минимальные сроки рассмотрения, любые потребительские цели.
Это в комплексе дает клиенту вот это ощущение простоты, и это действительно фактически так и есть, соответственно, эти продукты очень популярны. Основной, так скажем, потребностью клиентов в кредитах наличными, да, на какие цели приобретают наши клиенты, оформляют кредиты, это строительство, ремонт, покупка бытовой техники. И по сути у клиента есть два варианта, так скажем, реализации вот этих своих потребностей. Первое – это откладывать, копить, соответственно, не пользоваться всеми благами, которые вот человек хочет, да. И второй вариант – оформить это быстро, удобно в кредиты, соответственно, там, потихонечку выплачивать, но в моменте уже сейчас пользоваться тем, что человек желает. Ну, допустим, человек решил оформить кредит. Какой пакет документов он должен иметь на руках? Ну, здесь стоит также разделять, да, какие бывают клиенты. Да. Если клиент получает заработную плату и пенсию там, в нашем банке, то ему необходим минимальный пакет документов. Это паспорт Российской Федерации и СНИЛС. Так просто? Да, так просто, действительно. Вот я же говорила, просто и удобно. Если это сотрудник бюджетной организации или военнослужащий, ему необходимо будет тоже паспорт Российской Федерации и СНИЛС и документы, которые подтверждают платежеспособность. С более детальным там, пакетом документов, вообще более детально ознакомиться с продуктами кредитными вообще в целом по банку можно ознакомиться на сайте банка. И важно, что там можно оставить заявку на обратный звонок. То есть клиент оставляет свои контактные данные, сотрудник банка связывается с клиентом, определяет, там, дает детальную консультацию, все знания, которые необходимы клиенту для принятия этого решения, и назначает удобное для клиента время и любой удобный офис по Крыму и Севастополю. Ну, довольно часто вот бывает так, что крымчане опасаются, при оформлении кредита не будут учтены какие-либо скрытые штрафы или комиссии, вот этого боятся, скажем так, люди. Так ли это, и если да, то каким образом можно это избежать? Ну, смотрите, для того, чтобы, во-первых, вот не всплывали штрафы, комиссии, совершенно непонятные клиенту, прежде всего клиенту необходимо внимательно изучать документы, которые предоставляет банк. Это расчет кредита, да, есть такая строчка там, где указывается итого переплата. Вот туда очень внимательно надо посмотреть клиенту. Безусловно, внимательно изучать кредитные договора, да, ну и все документы, которые предоставляет банк на подписание клиенту. Ну и, конечно, выбирать надежную финансовую организацию, надежного партнера для сотрудничества в части кредитования. Тогда вот этих ситуаций клиенту можно будет избежать. Что касается кредитных программ РНКБ, мы очень честны с нашими клиентами, и в наших кредитных программах не существует скрытых комиссий, дополнительных платежей. У нас есть процентная ставка, которая начисляется на остаток задолженности. То есть клиент может оформить кредит на любой там, удобный для него срок, там, максимальный, который предусмотрен по нашему продукту, но при этом он может досрочно его погашать. Соответственно, если клиент досрочно погашает кредит, он уменьшает свою переплату. При этом важно учитывать, что досрочное погашение не взимается никакими комиссиями, не облагается, поэтому клиент уже сам управляет, так скажем, в каком формате ему удобно будет погашать. Ну, сейчас на материковой части Российской Федерации довольно активно пользуются кредитными картами. Вот насколько они сегодня популярны в Крыму и чем они отличаются от обычного кредита, в чем преимущество? Да, действительно, кредитные карты, мы видим, что пользуются большим спросом среди крымчан. На текущий момент владельцами кредитных карт РНКБ является 220 тысяч клиентов. Преимуществ в кредитной карте несколько. Вот я предлагаю остановиться на двух более подробно. Да. Первое – это наличие льготного периода. Это вот тот период, в течение которого клиент пользуется деньгами банка абсолютно бесплатно. И второе хорошее преимущество в кредитной карте – это многоразовость использования кредитного лимита. То есть клиент рассчитался кредитной картой,
Далее он погасил эту задолженность по кредитной карте, и он может снова пользоваться этими деньгами. Ему не обязательно ходить в банк, заключать новые договора, тратить свое время, да, то есть это удобная услуга для клиента. Это вот тот запасной кошелек, который иногда нам всем очень нужен. И, в принципе, как бы, это все зависит в таком случае только от самого клиента, хочет он пользоваться или нет. Есть Вот, необходимость. Или нет. более подробнее хотелось бы спросить. Вот вы сказали, что одним из преимуществ является льготный период для использования кредитных карт. Вот что это такое, собственно говоря? Вот расскажите более детально для наших телезрителей. Льготный период – это срок, в течение которого клиент не платит банку проценты за пользование кредитом. Что это за период? Ну, как правило, он составляет до 50 до 60 дней. Сейчас расскажу более подробно. По картам нашего банка до 55 дней этот льготный период. То есть клиент в течение месяца рассчитывается кредитной картой в магазинах, в аптеках там, и так далее, да, оплачивает свои товары и услуги необходимые. До 25 числа следующего месяца он должен погасить эту задолженность. Соответственно, вот формируется вот этот льготный период до 55 дней. И, соответственно, клиент не платит банку проценты за пользование этими деньгами. При этом, если у клиента случились такие обстоятельства, что он до 25 числа не может погасить всю сумму, снятую с кредитной карты, у него есть возможность погасить минимальный платеж, это 5% от суммы. Соответственно, это становится, так скажем, выбор перед клиентом. Да? Он может погасить всю сумму задолженности или только 5%. Но если клиент гасит не всю сумму, а 5%, тогда он уже начинает платить проценты за пользование средствами, которые он до этого снимал. Скажите, пожалуйста, вот такой еще момент. Можно ли кредитной картой пользоваться через интернет? Да, кредитными картами можно пользоваться, наши клиенты активно это делают. Более того, вообще картами нашего банка можно пользоваться на всех площадках, любой картой, это не обязательно кредитная, да, на всех интернет-сайтах, которые принимают оплату картой МИР. Наши клиенты, как правило, пользуются оплатой карты на сайте госуслуг, где можно оплатить пошлины, штрафы. Более того, клиенты наши экономят свои средства, потому что оплата штрафа, допустим, через сайт госуслуг картой происходит там, с определенной скидкой. Да? Также торговая площадка AliExpress, покупка авиабилета. В общем, любой сайт, где принимается карта МИР, наш клиент может сделать оплату. Хорошо, с этой темой мы разобрались, с кредитными картами. Вот еще хотелось бы поговорить, такая вот актуальная тема, я считаю, это автокредитование. Да? Это специализированные кредитные программы для покупки автомобилей в Крыму. Вот появились они только год назад, а многие ли хотят ими пользоваться, и, собственно, чем они отличаются от обычных потребительских кредитов? Судя по тому, что мы за год с мая 2017 по май 2018 выдали более 1100 кредитов, клиенты хотят пользоваться этим продуктом, он действительно нужен, он экономит клиенту его средства, время, и самое главное, он реализует потребности долгожданные клиентов, да, они уезжают на новых автомобилях счастливые и довольные. Чем отличается автокредит вообще от потребительского кредитования? Первое, он отличается большим сроком, он отличается меньшей процентной ставкой. И, соответственно, он отличается тем, что в залог берется автомобиль, приобретаемый в кредит. Но важно для клиента также учитывать, что программы нашего банка по автокредитованию, они не предусматривают того, что банк забирает на хранение ПТС. Это паспорт транспортного средства, это главный документ, который свидетельствует о праве собственности на автомобиль. Так вот, вот этот самый главный документ остается у клиента. В общем, если резюмировать, это срок и ставка. Ставка ниже, срок больше по автокредитованию. Чтобы получить автокредит, клиент какой доход должен иметь? От 10 тысяч рублей. Какими способами клиент может подать заявку на получение автокредита?
Ну, есть несколько способов подачи заявки. Первый, ну, наверное, самый очевидный, обратиться в любое отделение РНКБ банка для подачи заявки. Второй способ – это подача заявки, мы называем эту подачу дистанционная, в автосалоне. То есть клиент, есть два варианта клиентов, типа клиентов, которые приходят сначала за кредитом в банк, да, потом идут выбирать себе машину, да, либо второй тип клиентов, которые сначала хотят понять, что они хотят купить, и, соответственно, уже в банк не обязательно идти для подачи заявки, потому что это можно сделать прямо в автосалоне, и, собственно, в банк обратиться уже только для оформления кредита. Третий вариант – это вот подача обратного звонка, о котором я говорила на сайте банка. И в ближайшее время хочу, кстати, анонсировать, у нас будет онлайн-подача заявки по всей линейке кредитных продуктов. То есть клиент, не выходя из дома, может оформить заявку, получить решение, и ему уже необходимо только будет обратиться в банк за получением кредита. Максимально упрощенная процедура. Совершенно верно, да. Скажите, пожалуйста, с какими автосалонами РНКБ работает? Мы работаем, можно сказать, со всеми автосалонами, которые представлены в регионе, их порядка 24. По сути, любая торговая площадка, которая реализует автомобили, является нашим партнером. Обязательно ли страхование КАСКО? И, собственно, для тех, кто не знает, поясните, пожалуйста, это понятие. Ну, давайте разберемся, что такое страхование КАСКО. Да? Это страхование самого транспортного средства. Бывает несколько видов страхования КАСКО. Есть урезанный вид КАСКО, когда страхуется только гибель, так называемый тотал, да, и угон. Эта страховка более дешевая. И есть второй вид страхования КАСКО, когда страхуется гибель, угон и повреждения. То есть это уже речь идет про ДТП и так далее и тому подобное. Мы клиенту даем выбор, какую страховку КАСКО он хочет оплатить. Соответственно, уже клиент принимает, исходя из своих уже соображений, что он хочет. В нашем банке вообще страхование является необязательным продуктом. Мы достаточно серьезное внимание уделяем страхованию, отборам вот этих страховых программ, отборам партнеров. Да, мы знаем, что наши все партнеры, они очень надежные, но мы не заставляем и не принуждаем клиента это оформлять. Мы рассказываем, в чем преимущество этих продуктов. Поэтому, если клиент захочет оформить автокредит, КАСКО не обязательно страховать. Но мы, конечно, расскажем, в чем их преимущество, и клиент уже сам примет решение. А что такое трейд-ин и чем это, собственно, это выгодно для клиентов? Да, трейд-ин на самом деле это понятие, которое сейчас активно рекламируется всеми торгующими организациями, которые занимаются автомобилями. Это в целом в Российской Федерации этот продукт у нас заходит последний год на территорию Крыма. Что такое трейд-ин? Это выкуп автосалоном старого автомобиля клиента и взамен покупка клиентом нового. Что клиенту это дает? Первое, он экономит свое время, потому что он приходит в автосалон, сдает туда автомобиль, его оценивают, клиент может не согласиться с ценой, то есть это не обязательно, там, пришел, показал, и обязательно надо отдать, да? Ему дают среднюю цену, так скажем, по рынку. Клиент экономит свое время. Следующее, он экономит свои нервы, потому что, вывешивая, допустим, объявление по продаже автомобиля, да, необходимо со всеми коммуницировать, тут же есть какие-то мошенники, да, какие-то там непорядочные люди, так скажем, да, то есть это еще нервы, экономия нервов, да, и клиент, когда сдает свой автомобиль в трейд-ин, он новый покупает со скидкой. То есть, как правило, все торгующие организации, все импортеры, они поддерживают вот эту историю, да, и, соответственно, клиент мало того, что он экономит время, нервы, он еще экономит свои средства, потому что новую машину покупает со скидкой. И мы такие машины, вот как раз-таки новые, купленные с автосалона в трейд-ин, мы их можем прокредитовать, да, и, соответственно, клиент может легко поменять свой старый автомобиль по выгодным условиям, с платежом, который ему будет удобен и удобно и комфортно платить. Мы говорим об экономии времени, но, собственно, вот в целом, сколько времени проходит с момента подачи документов до получения автомобиля с автосалона?
Вообще наша заявка, и это не только касается автокредитования, да, рассматривается в течение дня. То есть клиент может прийти и получить кредит, если мы говорим про КМ, кредит наличными, да, про кредитную карту день в день. Более того, там, по кредитной карте у нас срок одобрения 10 минут. Если мы говорим про автокредитование, как правило, наши кредиты одобряются в течение дня. Дальше все зависит уже от нескольких сторон, так скажем, участников этого процесса. Если автомобиль в наличии, если ПТС в наличии, да, готов ли клиент сегодня оформить сделку, мы готовы выдать кредит в день обращения клиента. Более того, у нас есть достаточно много клиентов, которые уезжали из автосалона на новом автомобиле в день подачи своей заявки. Поэтому, ну, как можно сказать, мы готовы, а дальше все зависит уже от автосалона и от клиента. Ирина, спасибо большое, что сегодня ответили на наши вопросы. Спасибо, что посетили нашу студию. Спасибо за интересную беседу и удачи вам в ваших делах. Спасибо большое, взаимно. Урметлі сәржілер, бөлелікнен программа сонuna келді. Бүгін біз кенеді кредитлер ақында сөз жүрсеттік. Бөлелікнен программа сонuna келіп, сізге ие ақшамлар тілей. Көрішмек үзірем, сағылықнен қалыңыз.